А дело набирает новые интересные повороты. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как комментируют ту ситуацию, которая вообще не сходит с первых страниц в СМИ. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Выступление президента Таджикистана на саммите в Астане вызвало большой резонанс на всех уровнях. Такого прецедента на региональной политической арене еще не было никогда. Что это означает? Выступление президента Таджикистана Эмомали Рахмона на саммите Центральная Азия плюс Россия в Астане вызвало широкий резонанс. Оно отличалось в первую очередь тем, что в нем не было дипломатических шаблонов, и оно было довольно открыто претензионным в отношении России, которая всегда считалась главным актором в регионе. Обратившись к главе Российской Федерации, Эмомали Рахмон попросил, чтобы к странам Центральной Азии не было отношения как к бывшему Советскому Союзу. Таджикистан всегда уважал интересы своего главного стратегического партнера в лице России. В стране хотят ощущать взаимное уважение, отметил тогда Рахмон. По мнению таджикского политолога Парвиза Муладжанова, это выступление является отражением недовольства и претензий всех стратегических партнеров России. Неуважение России, о котором говорилось, на мой взгляд, заключается в том, что, принимая судьбоносные решения, она не советуется со своими стратегическими партнерами, например, относительно военных действий в Украине. То есть Москва начала войну без согласования с ними, но от последствия этого решения страдают все. Для таких малых государств, как Таджикистан и Кыргызстан, экономика которых сильно зависит от России, последствия этого конфликта намного сильнее. Поэтому все региональные партнеры России, начиная от Астаны до Душанбе, недовольны этими действиями России и воспринимают их как неуважение. А вы как к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В своем выступлении Эмомали Рахмон выразил это общее недовольство, поэтому его выступление вызвало такой резонанс как в самом регионе, так и за его пределами, считает политолог. Другой таджикский политолог Нуридин Худайоров считает, что основной посыл главы государства был в том, чтобы Россия имела в регионе не только военное присутствие, но и экономическое. Президент Рахмон призвал инвестировать в Таджикистан, перечислил, какие возможности для этого страна имеет. Но вопрос инвестиций скорее упирается не в то, что инвесторов сдерживают, а в проблеме коррупции в стране, считает он. Вместе с тем Худайоров не исключает, что такое резкое выступление возможно, связано и с трехсторонней встречей, которая состоялась накануне саммита между президентами России, Кыргызстана и Таджикистана. Душанбе всегда был против вмешательства Москвы в решение пограничных вопросов, но по итогам встречи Москва заявила о своей посреднической роли. Возможно, на той встрече не был достигнут компромисс или какие-то интересы Душанбе не были учтены, поэтому на следующий день Эмомали Рахмон в такой эмоциональной форме выразил свое недовольство и призвал к уважению интересов своей страны, говорит политолог. Еще один таджикский политолог Шерали Ризайон в своем телеграм-канале написал, что, по словам президента Таджикистана, роль стран Центральной Азии во многих важных вопросах является номинальной, что всех внешних акторов в первую очередь интересуют оценки и видение центральноазиатских государств по актуальной региональной и глобальной повестке, но дальше этого не продвигается. По его мнению, все внешние акторы получили фидбэк и, скорее всего, будут пересматривать свою региональную политику. Также адресатами этого обращения могут быть и другие внешние акторы, которые взаимодействуют с государствами региона в форматах +5 или 5+, считает Ризайон. Как вы думаете, это выступление даст какие-то плоды со стороны России? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!